Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Каждый день прошу Всевышнего, чтобы вам послали в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете моему каналу. Мои милые, тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что новое идет на смену старому? Если тема вам интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, загадайте на себя, так и спросите, что новое идет на смену старому. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что новое идет на смену старому. Так. Знаете, вот прям фонит песок тем, что человек устал, разочарован и уже ни во что не верит. Просто как будто бы вера ушла. Вот такое ощущение идет. Даже вот чьи-то мысли, да, можно прочитать, что вот сколько я не смотрю эти гадания, все обещают, а в моей жизни ничего не меняется. Все только хуже становится. Если вы этот человек, этот песок для вас. Если у вас в жизни все хорошо, пожалуйста, переходите на другое видео, либо на другой канал. Это не ваш песок. Здесь песок для тех, кто разочаровался, для тех, кто устал ждать перемен, для тех, кто уже, как говорят, смирился со своей долей и живет просто вот здесь и сейчас. Даст Бог проживу, а не даст, пусть будет как будет. Вот такой вот у меня идет фон от этого песка. Что я хочу вам сказать? Мои дорогие, во-первых, винить высшие силы – это полбеды. Самая главная ваша проблема – это вы сами. Безверие в себя. Вы можете на меня обижаться, можете писать мне там гневные комментарии, но я все свои гадания делаю по-честному, по правде. Я не гоняю за хайпом. Я доношу до вас информацию, которую мне посылают высшие силы. Смотрите, я вижу перед собой в этом песке человека гениального. Я не побоюсь этого слова, так оно и есть. Вот вы центр мировоздания, но вы почему-то в левую сторону смотрите, не вправо, не прямо, влево. Видите, руки у вас в левую сторону, и здесь вы держите даже букву «Б». Беда. Беда. Может, жизнь вас заставила, может быть, обстоятельства были очень сложные в вашей жизни, может быть, вы немножечко, знаете, как корочкой покрылись такой вот непробиваемой, но тем не менее вы смотрите не в ту сторону, вы в себя не верите, вы свои таланты закопали. А это большой грех, мои дорогие. Вам Боженька дал очень много в жизни. Смотрите, над вами ангел, видите вверху? Вот его крылья. Прекрасный голубь. Это ангел над вами. Но вы, мои дорогие, почему-то не желаете в это поверить. Вы не желаете впустить чудо в свою жизнь. Разные могут быть обстоятельства. Кто-то может быть кармический, кто-то может быть свободный, да, но потерялся, сбился с правильного пути. Да, вот часто слышишь, например, от клиентов я слышу, да я и сама по себе, у меня очень тяжелая карма. Карма отработок. И я с ней живу. И да, зная всю эту систему, мне тоже иногда сложно смириться. Но есть люди абсолютно свободные от кармы. Но им тяжелее, потому что их жизнь – это их выбор. Когда за тебя выбирают, ты можешь сказать: ох, я ни в чем не виноват, за меня выбрали. А когда человек абсолютно свободен, творец своей жизни, здесь гораздо сложнее, потому что вся ответственность падает на этого человека. Мои милые, вам открыта 1001 дорога. Открыты. У вас в ногах звезда. Вот она. Видите, какая красивая звезда. Но она у вас в ногах. И в ногах она у вас только лишь по той причине, что вы в себя
не верите. Вам нужно поверить в себя. Нужно хотя бы какие-то свои способности, возможности начинать реализовывать. Кто-то из вас, может быть, гениально вяжет, кто-то гениально готовит, кто-то, может быть, имеет способности к эзотерике, кто-то, возможно, умеет замечательно общаться с людьми, да, талант человек-человек, общение. Кто-то прекрасно знает там математику, да, кто-то может выращивать прекраснейшие цветы. У вас есть 1001 талант. Найдите то, что вам по душе, то, что вам нравится, и хотя бы попробуйте. Начинайте эту звезду поднимать вверх, чтобы она у вас над головой засияла. И в вашей жизни все то, что вам не давалось, все то, что от вас было спрятано и убегало, наконец-таки проявится. Вы знаете, не случайно я выбрала эту тему, и не случайно вы попали на этот канал. Вы должны это узнать. Не вините высшие силы, не вините судьбу и не вините тех, кто вокруг вас. Они ни в чем не виноваты. Вините свою лень. Вините свой отказ от своих способностей. Мои дорогие, я понимаю, что сложно все это принять, но просто постарайтесь. От вас не требуется каких-то капиталовложений, от вас не требуется совершать какие-то невероятные там обряды. Просто займитесь любимым делом с душой. Займитесь. И я вас уверяю, звезда пойдет вверх, и ваша жизнь просто вот кардинально поменяется. Поменяется в один момент. Вечером заснете, утром проснетесь, а уже жизнь совершенно другая. И ощущение жизни будет абсолютно новым. Вы знаете, у вас есть люди в вашем окружении, люди, непростые люди. Вот честно говорю, люди не очень хорошие, люди, может быть, такие, знаете, с гнильцой, может быть, завистливые, может быть, противные, скандальные. Такие, знаете, вот волки в овечьих шкурках. Вы их видите, и вы вместо того, чтобы, например, от них отдаляться, отталкиваться, вы где-то даже, может быть, к ним прислушиваетесь. Хотя интуиция, например, говорит, что нет, человек нехороший, не стоит, не связывайся, убегай. Эти люди, они пьют вашу жизнь, они пьют ваши силы, пьют вашу энергию. Вы понимаете, вот этот момент я тоже вижу. И чем больше они пьют, тем слабее вы становитесь. Вот у кого-то прям проблемы со здоровьем есть. Причем конкретного, например, диагноза может и не быть, а у кого-то он есть, а у кого-то в принципе нет. Да, вот какие-то блуждающие боли, я этим называю такое состояние. То есть вроде что-то то там болит, то тут болит. Идешь к врачу, врач смотрит, говорит, да ну все в порядке у вас, я не пойму, что с вами происходит. Там, идите к другому, значит, врачу. Вот этот момент я у вас вижу. Вас просто пьют. Пьет вас несколько человек. Сразу говорю, несколько. Здесь не один. Здесь их вот они. Видите? Вот я вижу 3 головы. Они вас пьют. Плюс у вас еще есть тоска по тому, кто с вами сейчас не рядом. Вот он, этот человек, видите, очень далеко от вас, в левой стороне. То есть вы его эмоционально, да, не он вас, а вы его постоянно притягиваете. Вы постоянно туда еще дозу, да, порцию своей энергии отправляете. Этого делать не стоит. Человек был, человек ушел. Назад уже, скорее всего, он не придет. А если придет, то уже совершенно в другом качестве. Понимаете? А вот ваши представления об этом человеке, они уже иллюзорны. Время слишком много прошло. Все меняется, и вы поменялись, и этот человек поменялся. Если он сейчас и вернется, ну, я вас уверяю, поговорите 10-15 минут, вы разочаруетесь. Вот этот момент будет. Я вижу, здесь вам идет какой-то посланник. Тот, кто откроет для вас маленькую, знаете, такую щелочку, да? Не дверь откроет, а приоткроет. Вот вы увидите, что там есть свет. Посланником может быть как мужчина, так и женщина. Человек неожиданно сделает вам какое-то предложение, либо какую-то подсказку, либо какое-то слово вам скажет. Да, вот слово, которое все поменяет. И благодаря этому посланнику вы действительно вот как будто бы преобразитесь. У вас свет в глазах появится. Вас озарит какая-то гениальная идея. Вы сейчас действительно в очень нелегком положении, я это вижу, что тут скрывать. Вы и сами, наверное, в песке это уже видите. Но с другой стороны, я вижу, что вам придется. У вас вот эти путы, вот
то, чем вы сами себя обмотали. Тут и цепи на ногах, да, и всякие хвосты из прошлого, еще и вот эти вот кровососы у вас сидят. Это вам по судьбе от всего этого избавиться. По судьбе. Здесь не дать не взять. Вы дождались, вы пришли до своего времени исполнения. Сейчас вам нужен просто толчок. Я вам от себя говорю, что займитесь тем, что вам нравится, плюс посланник вам поможет. Когда вы войдете в новую жизнь, что ждет вас там? Перерождение. Здесь идет полное перерождение, переосмысление. Знаете, вот оздоровление изнутри. У вас очищение пойдет. Очищение и в душе, и в сердце, и в голове, и вокруг вас, и в доме, где вы находитесь, и в вашем окружении. Вот все поменяется. У вас такой период будет в жизни. Вот у кого-то, может быть, и 3 дня займет, а у кого-то и 3 месяца. Но в жизни будет все меняться. Абсолютно все будет меняться. И эти перемены вас не будут пугать. Наоборот, вы каждую новую перемену, какая бы она ни была, вы будете воспринимать с энтузиазмом. И это замечательно. Сказать, что у вас новое придет, да все новое придет. Что старое уйдет, ваша старая жизнь полностью уйдет. А новая жизнь, она будет такой, о которой вы даже в самых смелых мечтах не мечтали. Понимаете, вот этот момент. Здесь все прекрасно показано, очень четко, кстати, все показано. Вы знаете, вот особенно вот кто-то нуждается в информации такого характера. На что-то вы уже похоронили, да? То есть что-то уже приняли как неизбежное, да? Уже назад не вернуть, не случится, не получится. А я вам скажу, получится, и получится гораздо лучше. Вот это маленькое чудо вы будете помнить всю свою жизнь. Будете там и детям, и внукам, и правнукам, всем будете о нем рассказывать. Произойдет в вашей жизни это чудо. То, чего не ждете, то, на что уже не надеетесь, а оно случится. И случится даже не так, как вы бы хотели, например, да, как бы вы мечтали, а гораздо лучше для вас и для вашего будущего. Вы знаете, вы натерпелись, вы намучились, настрадались, даже уже устали от этих страданий, я это вижу. Все уходит. Вам просто нужно было дождаться определенного момента. Определенного времени, определенного момента, и вам открывается вот этот новый этап. Впереди только новая жизнь. Новая жизнь, новые ощущения себя, новые ощущения от жизни, окружение совершенно новое, все новое. У кого-то может быть и переезд. Вот прям такой тотальный переезд конкретно. Вот сорветесь и поедете. А терять вам нечего, вас уже ничего не держит. Будет страшно, будет как-то, знаете, боязно. Но тем не менее, усталость от тяжелого бытия сыграет свою роль. Уедете, переедете, поменяете. Где-то, может быть, даже над собой усилия сделаете. Но у вас именно действительно качественные перемены идут. Это не просто слова, а это данность, которая с вами произойдет. Я вам даю время, я вам сказала, у кого-то 3 дня будет, а у кого-то будет и 3 месяца. Но то, что вы в Новый год вступите в новую жизнь, это я вам гарантирую. Мои дорогие, на этом все. Я за вас рада. Держитесь, осталось совсем чуть-чуть. Потерпите, все будет хорошо. Человек новый войдет, а вы почувствуете, что он просто какой-то необычный. От него даже какая-то аура очень приятная будет идти, запах какой-то необычный, приятный. Либо вот тепло будет чувствоваться от этого человека. Слушайте, прислушивайтесь. Этот человек вам откроет. Откроет истину, откроет тайну. Благодаря этому человеку все в вашей жизни поменяется. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.